Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных темах для татар России. Несколькими неделями ранее, наверное, некоторые мои зрители были очевидцами весьма интересной истории на Кавказе. В начале 20-х чисел июня в Черкесске местный депутат от «Справедливой России» нагаец Адлер Туркменов возмутился тем, что в городе повесили огромный плакат, посвященный генералиссимусу Александру Суворову. Салам алейкум, дорогие друзья. Я сейчас находился на мероприятии и на странице в Инстаграме Ногаинформ увидел, что здесь в городе Черкесске повесили плакат Суворову. Это очень сильно меня возмутило. Я приехал посмотреть. На самом деле этот плакат висит. Я обращаюсь к тем людям, которые додумались в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где нагайский народ является субъектообразующим народом, что это примерно то же самое, что если бы сейчас поставили памятник Сталину здесь, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который уничтожал, является палачом на чеченского народа. Я прошу вас, уберите, пожалуйста, этот памятник. Обращаюсь ко всем. Этот плакат здесь не нужен, он возмущает всех нагайцев, всю нагайскую общественность, потому что Суворов — это тот человек, который уничтожил практически мой нагайский народ. Обратите внимание, что конкретно говорит Адлер Туркменов. Во-первых, он заявляет, что Александр Суворов практически уничтожил нагайский народ. Во-вторых, Суворова как историческую личность нагаец Адлер Туркменов сравнивает с другой исторической личностью, со Сталиным, который повинен в депортации его народа. В-третьих, Адлер Туркменов отношение нагайцев к Суворову сравнивает с отношением чеченцев к генералу Ермолову. Напомним, у чеченцев крайне негативное отношение к русскому генералу Ермолову. Тут мы вам проговорим небольшую историческую справку. Нагайцы, говоря о том, что Суворов чуть не уничтожил их народ, имеют в виду события второй половины XVIII века. Тогда Екатерина Великая активно подговаривала калмыков, чтобы они теснили нагайцев. А генералиссимус Суворов летом 1783 года зачитал перед нагайцами, что после присоединения к России Крыма они теперь являются подданными великой императрицы. Но генерал-фельдмаршал Потемкин, он же фаворит Екатерины Великой, нагайцам очень не доверял. Поэтому он решил их депортировать куда-нибудь на Урал, подальше от турецкого влияния. Внутри нагайцев началось брожение, возмущение. Их хан стал подговаривать, чтобы они перестали подчиняться русским войскам и русскому царю. Добавьте сюда еще тот факт, что кубанские казаки почуяли явную выгоду прибрать к себе все лакомые земли Северного Кавказа, если нагайцев депортируют на Урал. В общем, далее, в том же 1783 году последовала карательная операция, возглавляемая Суворовым. Случилось очень жесткое месиво. По историческим сведениям, Суворов приказал беречь порох и пули, поэтому нагайцев убивали штыками. А теперь вернемся к Адлеру Туркменову. После его видеообращения в соцсетях плакат Суворова в скором времени был убран. Но последовала очень жесткая идеологическая реакция против как самого Туркменова, так и против обычных нагайцев в соцсетях. Идеологически нагайцев, конечно, торпедировали такие русские националисты-шовинисты, как Егор Холмогоров, писатель Захар Прилепин и так далее. Каким-то образом Туркменова даже обвинили в протурецких взглядах. Странно, такое ощущение, что у нас с Турцией какое-то состояние войны. Да и какое может быть протурецкое влияние на Туркменова? Он же ничего такого не сказал. Можете еще раз пересмотреть видео с ним. Итак, Адлер Туркменов – член «Справедливой России». И знаете, мнение Туркменова и, скорее всего, мнение всего нагайского народа, высказанное по отношению к Суворову, партия «Справедливая Россия» не разделяет. Партия отреагировала, конечно, жестко. Сегодня в Карачаево-Черкесской республике, трусливо поддавшись лживой провокации, демонтировали плакат, посвященный великому, непобедимому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, которым гордится Россия и восхищается весь мир. Сегодня поднимают голову те враждебные нашей стране силы, которые были отброшены русскими полководцами с Кубани, с Крыма, с Кавказа. Их атака на историческую память и светлое имя Суворова – это часть атаки на единство и целостность нашей страны,
на российский патриотизм, на славную историю нашей Родины. А теперь жесткая реакция новоявленного идеолога партии «Справедливая Россия» и русского писателя Захара Прилепина. Почтение к совершенно очевидным героям русской национальной истории априори должно присутствовать. И это даже не обсуждается. Насколько я знаю, мне сообщили, что господин Туркменов по национальности турок. Прилепин ошибается. Туркменов, несмотря на свою фамилию, нагаец. Но какая разница, что там говорит представитель нерусского тюркского народа? Мы все для Захара Прилепина на одно лицо. В общем, Адлер Туркменов был изгнан из партии «Справедливая Россия». Причем партия от него так открещивается, что якобы он даже не состоял в рядах эсеров. В аккаунтах его страницы написано, что он является членом президиума отделения «Справедливой России» в Карачаево-Черкесии. По официальным данным, активист в 2019 году действительно участвовал в выборах в Совет Ногайского района как кандидат «Справедливой России» и был избран депутатом. А теперь вернемся к Захару Прилепину. Он сегодня, конечно же, партийный идеолог, хоть он и русский националист, но задача перед партией «Справедливая Россия. Патриоты за правду» накануне выборов в Госдуму стоит конкретная – набрать как можно больше голосов в свою поддержку. Поэтому Захар Прилепин начинает раскручивать движение «Новая Евразия». По факту это такая карманная политическая платформа «Справедливой России», куда можно загнать каких-нибудь, например, представителей интеллигенции нерусских народов. И теплое место в этом движении заполучил ногайский активист и по совместительству ногайский этномиссионер Амир Мусаев. Вы только вслушайтесь, какие приятные вещи в адрес «Справедливой России» произносит ногайский активист. Эсеры и правдоборцы Захара Прилепина, как бы мы их всех не уважали, остановились на полпути. Недавно в Москве проходил форум под названием «Новая Евразия», на котором проходил обмен мнений по очень важным вопросам, стоящим перед современной Россией и всего евразийского пространства. Он обсуждался выбор путей достижения гармоничного общежития и благосостояния всех народов не только России, но и всех народов Большой и Малой Евразии. Именно наш природный, доморощенный проект Большой и Малой Евразии, объединенный в глобальный проект «Новая Евразия», я бы предпочел его именовать для полного отражения его сущности проектом «Великая Евразия». Вам, неравнодушные из числа эсеров и евразийцев, мы, представители учительского корпуса, национальных меньшинств, простого народа, трудового народа, которому уже нет места в исторических планах глобальных элит, говорим и предлагаем. Проект «Великая Евразия» – это концептуальная мечта и поистине цивилизационный проект. Нужна только методология и инструменты достижения этой мечты. Как видите, ногайский активист предлагает народам России встать под крышу «Справедливой России», под крышу их движения «Новая Евразия». Там хорошо для нерусских народов, их ждут. Ну, такие как Захар Прилепин, который не отличает ногайца от турка, историческую память ногайцев о Суворове считает идеей, разрушающей единство России, но вы поняли меня. Как вообще ногайские общественники отреагировали в целом на плакат с Суворовым и устроенную русскими шовинистами травлю в адрес туркменов, ногайцев в соцсетях? Ну, например, глава организации Ак-Кобан Азрет Джамакулов в своем обращении по поводу Туркменова накидал много исторических фактов, как ногайцы были верны Российской империи. Тут есть и упоминание, что крестившийся ногайский князь Петр Урусов убил же Дмитрия I. Тут и участие ногайцев на стороне войск Ивана Грозного в Ливонской войне, и участие в русском войске против Наполеона в 1812 году, а также участие в Великой Отечественной войне. Ну а дальше ногайский активист возмущается тем, что исторический урон, нанесенный Суворовым ногайцам, все-таки можно было бы и повспоминать, что у ногайцев тоже есть свои национальные интересы, что нельзя этими интересами пренебрегать. Ногайцы такие же, оказываются, люди в России, что и русские. И в конце концов, хотим сказать следующее. Главными помощниками для внешних врагов по развалу России являются как раз полчища шовинистов, которые написали про ногайский народ огромное количество непотребств.
прикрываясь защитой Суворова. Нет, Россия народов главных и второстепенных. Чтобы убедиться в этом, загляните в Конституцию России. К нашему удивлению, мы не обнаружили в соцсетях абсолютно никаких высказываний ногайских активистов касательно партии «Справедливая Россия» и Захара Прилепина. Такое ощущение, что ногайские активисты просто молча отдали на партийное сиденье Адлера Туркменова. Почему? Ну, наверное, чтобы не мешать делать политическую карьеру юртовскому ногайцу Амиру Мусаеву. У Мусаева-то никаких конфликтов с Прилепиным нет. Не кажется ли вам, что в позиции ногайских общественников закрались какие-то двойные стандарты? А давайте вспомним историю годичной давности. Давайте вспомним, какую позицию для себя выбрали ногайские активисты, когда в Астрахани захотели установить памятник Ивану Грозному, и татары России стали возмущаться и сопротивляться этой инициативе. В начале 2020 года в Астрахани состоялся дискуссионный круглый стол, в котором приняли участие ногайцы Астраханской области. И вы знаете, ногайские активисты тогда явно выразились, что особо не против установки памятника Ивану Грозному. Вот, например, что сказал один из ногайских активистов. Мы не расслышали его имя и фамилию, но если вы знаете, как его зовут, то напишите в комментариях под нашим видео. Ильдар Акимович, представитель ногайского движения. Я вот не историк, но по силу своей профессии вынужден интересоваться историей. И посещал лекции Гумилев, пока учился в академии. И пришел, и все время до сих пор изучаю историю, все разные мнения. Берем облик Ивана Грозного, который на арке. Это образ, который придумал Илья Ефимович Репин в своей картине «Иван Грозный, убивающий сына». А настоящий облик был создан Герасимовым. Облик чистейшей воды ногайц или казах. Вот вам Иван Грозный. Иван Грозный это по-русски, а его есть татарские слова или там тюркские слова, имя есть на самом деле. Какое? Я не знаю, вот какое было, но было. Вот так. Легким движением руки ногайцы делают из Ивана Грозного чуть ли не своим тюркским легитимным правителем. И вывод из такого подхода вы сами понимаете какой. А почему бы действительно не поставить памятник Ивану Грозному в Астрахани? А что по этому поводу думает председатель Центра ногайской культуры Эдиге в Астраханской области Ильдар Идрисов? 16 век – это эпоха формирования самодержавного строя. Система должна была выстраиваться таким образом, что источником власти является монарх. Она еще к этому шла. И в этом отношении те репрессивные деяния Ивана IV в принципе не выходят за стандарты культуры насилия той эпохи. А что если мы перевернем эту цитату относительно уже Екатерины Великой и генералиссимуса Александра Суворова? Как вам? 18 век – это эпоха абсолютизма в России. Система была выстроена таким образом, что источником власти являлась Екатерина Великая. В этом отношении те репрессивные деяния императрицы и подчиненного ее Александра Суворова в принципе не выходят за стандарты культуры и насилия той эпохи. То есть получается, что татары не должны высказывать свое мнение и возмущение относительно установки памятника Ивану Грозному, и ногайцы имеют право возмущаться деяниями Александра Суворова. Да, это самые настоящие двойные стандарты, друзья. Ну и откровенный этнический эгоизм у активистов ногайского движения тоже ощущается. Может быть, поэтому и сегодня татары безразличны тому, что русские шовинисты практически торпедируют ногайцев в соцсетях и в СМИ, и вообще ногайских активистов. Видимо, из событий средних веков, из событий 18 века ногайцы исторических уроков для себя не извлекли. С уважением надо относиться к татарам, братья наши тюрки. Тогда и в ответе русским шовинистам, которые вас оскорбили, вы не остались бы такими одинокими. Говоря о геополитике Татарстана и Башкортостана, мы сразу сделаем важную оговорку. У нас нет иллюзий, что внешнеполитические контакты обеих республик носят у них самостоятельный характер. И Татарстан, и Башкортостан
являются инструментами и средствами Москвы в различных внешнеполитических играх и схемах. Поэтому, анализируя международную политику Татарстана и Башкортостана, мы должны понимать, что на всю эту активность у наших республик есть санкции от Министерства иностранных дел России и спецслужб. Итак, что происходит с активностью на международной арене у Татарстана? Последние недели республика выделилась очень тесными и теплыми контактами с Турцией. Более того, рабочая поездка татарстанской делегации в Турцию стала первой заграничной такой поездкой со времен начала ковидных международных ограничений. Турецкая республика, она уже исторически для нас очень близка. Не мы первые. Здесь было очень много представителей татарского народа, которые участвовали в воссоздании государственности новой Турецкой республики. И мы этим гордимся. У нас одни корни. Біздің бір қан, біз бір жерден шыққан, біздің тіліміз, біздің дініміз. Сегодня отношения между нашими государствами, слава Богу, очень позитивные отношения наших лидеров. Уважаемого господина Путина, уважаемого господина Эрдогана. Liderlerimiz Sayın Başkan Putin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki de kişisel ilişkiler Нам çok позволяет samimi. работать и то, еще мы не дорабатываем. Наблюдатели отметили, что первый выезд делегации Татарстана в Турцию был очень тепло встречен, в том числе и принимающей турецкой стороной. Обратите внимание, какой комплимент сделал президент Турции Реджеп Эрдоган президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Merhaba. Allah'a şükür. Hoş geldin. Добро пожаловать. Zor rahmet sizge. Çok teşekkür ediyorum. Добро пожаловать еще раз. Yakışıklısın sen. Хорошо выглядите, красиво. Rahmet. Спасибо. Teşekkür. Teşekkür ederim. А теперь давайте зададимся вопросом, почему Татарстан был задействован Россией во внешнеполитических отношениях между Москвой и Анкарой. Ни для кого не секрет, что во внешней политике Турция для России является непростым партнером. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Реджеп Таyyip Эрдоган для него, конечно, союзник, но турецкий лидер очень своенравен. В первую очередь блюдет интересы именно своей страны, граждан своей страны. Начнем с азербайджано-армянского конфликта, свидетелями которого вы были на протяжении 2020 года. Этот конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах длился с сентября по ноябрь. Этот геополитический конфликт вовлек в свою орбиту Турцию и Россию. И конфликт был условно и относительно урегулирован, потому что Турция и Россия так договорились. Россия в этом конфликте пошла против Армении, потому что был расчет, что президент Армении Никола Пашинян и его правительство уйдут от власти. Россия хотела, чтобы к власти в Армении пришли более удобные ей политики. Армения должна была вернуться в сферу влияния России. И после примирения Азербайджана и Армении последней началось общественно-политическое брожение. В военной Армении потребовали отставки Пашиняна. Но Турция, которая во время армяно-азербайджанского конфликта была на стороне Азербайджана, почему-то в послевоенном внутриполитическом кризисе заняла позицию Пашиняна в Армении. То есть во время конфликта с Азербайджаном Турция была практически стереть с земли Армению. Но как только Пашинян стал реально терять свою власть в стране, а потому что Армения вышла побежденной из конфликта, официально Анкара встала на сторону Пашиняна. К власти в Армении вместо Пашиняна должен был прийти пророссийский политик и бывший президент Армении Роберт Кочарян. Как вы видите, Армения стала все сильнее и сильнее попадать под влияние Турции. И это, например, заметил российско-армянский медиамагнат Арат Габрилянов. Он назвал Пашиняна и вовсе протурецким политиком. В общем, никакого переворота в Армении не случилось. Поддержка Пашиняна турками удержала его у власти. И вот сегодня Турция уже хочет стать большим геополитическим другом
всему Южному Кавказу, а именно Азербайджану, Грузии и Армении. Более того, Турция вообще заявляет о целостности Грузии и о том, что Южная Осетия и Абхазия входят в ее состав. Мы также поддерживаем мирное урегулирование в Абхазии и Южной Осетии на основе целостности Грузии. И вот пока Владимир Путин встречается с президентом США Байденом, параллельно президент Азербайджана Гейдар Алиев встречается с Реджепом Эрдоганом, и они договариваются о провозглашении военного альянса у границ России. Алиев и Эрдоган подписывают Шушенскую декларацию. Как вы понимаете, турецкое влияние фактически находится теперь у ворот в Россию. Резюмируем. Россия задействовала Татарстан и президента Рустама Минниханова в очень непростых внешнеполитических условиях, когда Турция стала откровенно отнимать у России геополитическое влияние на страны бывшего Советского Союза. Работа предстоит очень тонкая, дипломатическая. Возможно, у Минниханова даже есть очень важное послание от Путина Реджепу Эрдогану. А как складывается в это время международная политика Башкортостана? Напомним, что тут тоже все делается не без разрешения, не без санкций с Москвы. Башкортостан и глава Ради Хабиров выполняет ровно ту внешнеполитическую работу, которую ей доверяет Москва и Владимир Путин. В конце мая власти Уфы подписали соглашение о побратимстве со столицей африканского государства Джибути. Сама страна также называется Джибути. Итак, власти Уфы, по официальным данным, намерены сотрудничать с джибутийскими властями в области промышленности, благоустройства городского пространства, торговли, туризма, культуры, образования, молодежной политики и спорта. То есть предлагается, что город-миллионник Уфа будет сотрудничать с Джибути, чье население не превышает 500 тысяч человек. Отметим, что сама страна Джибути считается в Африке одной из самых беднейших и недоразвитых стран. Извините, а вот по части благоустройства городского пространства, чем Джибути может быть полезно Уфе? Насчет полезности Уфы для Джибути, я так понимаю, вы и без меня все поймете. Уфа готова принять недовольных экономическим положением в своей стране джибутийцев. Ну и зачем России нужно, чтобы у Башкирии были какие-то, на наш взгляд, странные отношения с Джибути? Все просто. В этой стране слабнет влияние Китая. Ну, не смогли они эту страну нормально поставить на ноги, махнули рукой. А вот Россия заинтересовалась перспективами расположить в Джибути свои военные базы. Ну или разместить частные военные компании, которые тоже в моде. Далее. Глава Башкортостана Ради Хабиров отметился тем, что в мае 2021 года посетил непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Ради Хабиров на полном серьезе пообещал, что Башкортостан, засучив рукава, возьмется за помощь братским русским республикам, будет помогать им поднимать экономику. Мы готовы и хотим сотрудничать. Башкортостан хочет сотрудничать с жителями Донбасса, с экономикой Донбасса. Мы хотим обмениваться культурными достижениями, спортивными достижениями, научными достижениями. Я готов привести сюда осенью уже бизнес-миссию, то есть собрать наших предпринимателей, наших бизнесменов, организовать им встречу с бизнесменами и предпринимателями Донбасса, для того, чтобы мы уже начали искать взаимовыгодные точки сотрудничества, для того, чтобы начинать поднимать экономику Донбасса и вместе развиваться. России эти две республики ЛНР и ДНР нужны для того, чтобы напрягать и ослаблять официальный Киев. Этакий своеобразный геополитический шантаж. В современном геополитическом мире, конечно, все средства хороши, только если это не война. Сегодня нам всем очевидно, что ЛНР и ДНР материально и финансово подкармливаются официальной Москвой. Правда, мне лично непонятно, а какую экономическую выгоду от ЛНР и ДНР получают простые жители России? Ну, в связи с визитом Хабирова, наверное, теперь этим вопросом, а зачем нам ЛНР и ДНР, должны задаваться уже конкретно жители Башкортостана. Теперь вы видите, какой ответственный участок в геополитической игре Москва доверила Татарстану, а какой участок доверила Башкортостану.
Какое из этих направлений важнее? Делать вывод вам, уважаемые зрители. Свершилось, дуслар иптәшләр. Татарские писатели наконец открыли свой YouTube-канал. Как же нам не хватает сегодня современных татарских писателей? В татарских писателях в очень качественных произведениях о татарах нуждаются абсолютно все татары. И татароязычные, и русскоязычные татары. А то получается такая картина, что из современных писателей сегодня у татар есть только Аркаю Зайдулла, Фаузия Байрамова, Вахид Имамов, Зифа Кадырова и Гузель Яхина. О других писателях ничего не известно, пишут они книги или нет, пишут они какие-то произведения или нет, читают ли татары их произведения или нет. В первом выпуске на YouTube-канале татарских писателей вы можете посмотреть беседу с писателем, доктором филологических наук Анваром Шариповым о татарском дореволюционном просветителе Абдурахмане Утыс Имани. Мы, конечно, не совсем поняли концепцию видеоматериала, но Анвар Шарипов повествует о судьбе просветителя. В целом это, конечно, исторический материал, а не писательский, творческий. Кстати, без разборок современной башкирской интеллигенции тут не обошлось. Анвар Шарипов рассказывает, что есть попытки башкиризации просветителя Утыза Имани. В первом видео есть также реклама на свежую книгу Рената Хариса. Во втором выпуске вы можете посмотреть, как народный писатель Татарстана Зиннур Мансуров рассказывает о кодексе татар от Габдуллы Тукая. На самом деле тут речь идет о книге «Беседы с Тукаем». Тут татарские инженеры душ между собой обсуждают, как же сегодня популярен и востребован у татарской интеллигенции Габдулла Тукай. YouTube-канал татарских писателей пока скромный, там всего 39 подписчиков. Самое просматриваемое видео набрало около 440 просмотров. Интересны ли темы, поднимаемые татарскими писателями для современных татар? Мы за всех татар тут, конечно, говорить не будем. Я лично свое мнение оставлю при себе. Но бесспорен тот факт, что видеоматериалы у татарских писателей на очень качественном и интересном татарском языке. Думаю, их материалы – это очень важно для современных татар лингвистическое упражнение. Можно реально прокачивать свой татарский язык. Ссылка на YouTube-канал в описании под видео. Всем приятного просмотра! Ребята, чтобы поддержать наш канал, не забывайте про подписку, про комментарии, лайки. Если не согласны, то дизлайки. Всем пока!